В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В Якутске полным ходом идет подготовка к юбилейному Дню Победы. Все подготовительные работы к основным праздничным мероприятиям в городе должны завершиться до 5 мая. Как столица республики Якутск готовится к празднованию 80-летия годовщины Великой Победы, мы сегодня поговорим. Гости у нас в студии Сардана Брызгалова, начальник управления культуры и духовного развития окружной администрации города Якутска. Сардана Семеновна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, начнем с того, что 9 мая вся страна, как мы знаем, будем праздновать 80-ю годовщину Победы Великой Отечественной войны. Как столица республики Якутск готовится к празднованию юбилея? И когда началась, собственно, подготовка? Ну, в связи с тем, что в этом году у нас День Победы юбилейный, подготовка началась с прошлого года. В течение года город Якутск очень насыщенно и масштабно готовится к этому празднованию. И, конечно же, вот на днях мы представим полную развернутую программу жителям города Якутска, но и жителям республики. И началась когда? Уже вот Началась 10 мая прошлого года. Уже целый год готовится. Конечно, да, мы очень основательно готовимся, мероприятий очень много. И скажу интересный факт, у нас по итогам подсчета мероприятий в программе получилось ровно 80. Ничего себе. Мы к этой цифре не готовились, просто вот само собой так получилось. Очень символично, да. А когда начнутся так основные празднования мероприятия, в которых смогут у нас принять жители города? Ну, программа у нас будет с 5 числа, с 5 мая, то есть у нас основные мероприятия будут проходить. Это всероссийские акции «Окна Победы», где традиционно жители города Якутска могут принять участие. Это, конечно же, наша ежегодная всероссийская тоже акция «Поем двором», приуроченная чествованию ветеранов и многое другое. Вот наши и по учреждениям культуры, образования, в школах, вообще в целом по городу Якутску очень много мероприятий на сегодняшний день проведено, и как бы тематически мы уже имеем очень много событийные такие, да, точки, и все готовы, ждут 9 мая. Сколько дней это будет проходить, самые такие насыщенные программы, где горожан не могут принять участие и так далее, все это подготавливается. У нас традиционно пройдет и крестный ход 6 мая, потом 7 мая мы упор делаем на Парк Победы, который у нас находится в районе аэропорта. И вот эта площадка, она должна, тематически же привязана к патриотизму. Там тоже пройдут спортивно-патриотические мероприятия с участием школьников. Открываем новую арку торжественно, тоже возложение цветов. И надеемся, что люди приедут, посмотрят. И активно примут участие, потому что там и активности будет много. Главный герой Дня Победы, безусловно, это ветераны, участники войны, труженики тыла. Что подготовлено для них и как они, собственно, будут участвовать? Ветераны — это, конечно, наша гордость, наши самые те люди, для которых все это делается, на самом деле, дань уважения. И, конечно, мы со своей стороны из года в год должны уделять особое внимание нашим ветеранам, участникам войны. И, конечно же, событийно тоже прямо у них расписан каждый день, начиная от поздравлений. Мы, конечно, везде их приглашаем, ходим к ним домой, подарки, тоже обозначения, традиционные, конечно, будут чествования. Особое внимание, конечно, нашим ветеранам будет уделяться. Не только в эти дни, а вообще все время. Это самое главное. Конечно. Расскажите подробнее о программе празднования, какие будут основные локации? Как я сказала, 5 начинаются локации по акциям, по учреждениям культуры, образования, спорта и так далее. 7 крестный ход. 6 крестный ход, 7 Парк Победы. А у нас еще торжественное водружение Знамени Победы, поднятие Знамени Победы традиционно пройдет и 8 мая с участием тоже всех патриотических
организаций. Сейчас Знамя Победы находится вот по улусам, как эстафета идет, ну, как мы знаем, да, по республике. И 8 мая должно на площади Победы мы его должны встретить. И, конечно же, вот, ну, скажу так, новинкой юбилейных мероприятий станет 8 число. Мы 8 числа делаем проект «Проспект Победы». Он начинается с 10 утра, и до вечера мы должны по разным локациям организовать разносторонние такие тоже тематические, Площадки, да? исторически привязанные, не просто так все делается. Очень подробно сейчас расписываем схему по проспекту Победы, то есть там будет и участие наших детей, детских школ искусств, концертные программы творческих коллективов, ветеранов тоже приглашаем, тыла, труда, ну, участников, конечно же, войны. Традиционно солдатская каша будет организована. И начиная вот с площади Орджоникидзе, с Сахатеатра, мы хотим сделать атмосферные экспозиции, чтобы погрузиться вот в те времена. Будет большая акция «Вальс Победы». Это у нас, ну, как бы традиционная всероссийская акция на массовый танец. В 2022 году на территории ВДНХ вот массовый, ну, рекорд российский был, да, установлен. 3000. И мы в этом году тоже хотим вот массовое исполнение этого вальса Победы сделать. По-моему, впервые, да, вот в этом году? Да, массовое. Да, массовое впервые. Мы на сегодня собрали 4000 пар. Ничего себе. А Да. где будет? Тоже Это будет по проспекту, по всему проспекту. То есть мы по точкам определяем, расставляем участников. Мы до этого еще будем репетировать на стадионе Туймадов. То есть мы готовимся очень основательно. Сейчас списки составлены, начиная от школьников, заканчивая общественными организациями, вот, творческими самодеятельными коллективами. И, конечно же, все организации, которые хотят принять участие, мы их всех приглашаем. И, конечно же, вручаем такой значок участника. А как это, прям под музыку, торжественный? Да, музыка сейчас тоже вот подбирается. Ну, пока у нас будет ну, такой смиксованный. У нас эта история будет проходить с живым исполнением оркестра. Оркестр у нас Высшей школы музыки предоставляет. Они будут сидеть на площади Республики в центре. И, конечно же, мы живое исполнение должны взять в звук и по всему проспекту ну, направить, озвучить. В общем, проект очень такой серьезный. Мы очень волнуемся, готовимся. Каждая деталь. Вот режиссерско-постановочная группа собрана около 60 человек. Это как отдельный процесс, отдельная программа, которая позволит, конечно же, ну, иметь свою историю тоже «Вальс Победы», да, и оркестр тоже вот имеет свою историю вот в годы войны, как участвовали музыканты, как они вдохновляли людей на победу. И это, конечно же, патриотизм. Дети принимают участие, узнают историю, почему именно «Вальс Победы» называется, что означают эти движения. Ну, как-то вот хочется оформить, чтобы все было очень в содержательном плане. А как вот это будет? Вот в 10 утра началось, и это вот в течение дня? Да, в 10 часов у нас начинаются, там будет и забег. Вообще проспект Победы открывают с забега. Забег по проспекту Победы сделали. И потом еще у нас будет трансляция песен по всему проспекту, то есть, ну, создание атмосферы. Военных лет? Да, по 12, до военных лет. По 12 точкам будут расставлены экспозиции и точки концертных программ, выставочных, какие-то активности с художниками. Мы даже сделали зону, где люди могут прийти и вместе с художниками нарисовать большую картину. Как графика, да, вот получается? Да, как графика. Это вот в течение одного дня? Это в течение одного дня, все по часам расписано. У нас с часу еще очень интересное такое шествие
предложила вот вторая школа города Якутска. Ну и к ним примкнули 8 школ с именами, носящих имена героев. Их всего 9 у нас в городе Якутске. И они должны красиво пройти, ну, сделать шествие по проспекту. И на площади Дружбы по окончанию шествия у них делают концертная программа. Перекроют дороги, наверное, да, все по безопасности. Да, конечно. И мы очень надеемся, что горожане поймут, так как это как бы юбилейная дата, мы должны обязательно в целях для того, чтобы отдать и дань уважения, и в целях для того, чтобы вот и молодому поколению, да, передать вот то, что вот было сделано нашими дедами, прадедами, как ковалась эта война. Конечно, мы просто так ничего не делаем. Каждая локация будет тематически оформлена в содержательном плане и так далее. Поэтому все люди, которые придут, они могут очень многое узнать. И задействованы все организации, например, Национальная библиотека, вот исторический зал со стороны проспекта тоже делают какую-то тематическую локацию. У нас и вот по писателям памятник Сафрону Семену Даниловым стоит. Это тоже мы должны как-то тематически оформить. Очень много у нас разносторонних тем есть по литературе. Мы должны все это развить. И каждая наша точка должна быть очень хорошо организована. Мы уже закрепили ответственных, начинаем делать программы. Очень много будет программ. И все это, конечно, мы будем рассылать, рассказывать, рассылать, приглашать людей. Времени мало осталось. Свеча памяти будет традиционно в этом году? Да, свеча памяти пройдет традиционно. Безусловно, 80-летие Победы будет отличаться от других городов. И, может, в чем будет особенность юбилейных торжеств, вот, помимо 8 мая, вот, площадок тематических? Есть ли какие-то новые новшества? Новшества, конечно, есть. Мы хотим, конечно же, 9 мая те наши традиционные мероприятия очень так по-юбилейному, тематически в содержательном плане очень хорошо оформить. Это мы как бы сделаем. И традиционно с 11 часов у нас на площади Победы церемония начинается все как традиционная церемония возложения цветов к монументам воинам-победителям. Торжественный митинг, и будет исполнение песни «День Победы», массовое исполнение песни. Тоже сейчас хор уже готовится на базе детской школы искусств. Там не только дети, и взрослые тоже будут петь. Ну и, конечно же, военно-патриотический парад. Мы в этом году тоже в целях для того, чтобы охват такой сделать, и для того, чтобы как-то вот показать массовость. И привлекли наши округа, предприятия, которые в долгое-долгое время работают и сделали большой вклад для победы. Ну и, конечно же, сейчас до сих пор работают, являются вот основополагающими в развитии республики и так далее. Они должны сделать выставку «Якутск. Город трудовой доблести». Это будет по Хабарова, по улице Хабарова. Сейчас музей города Якутска этим очень плотно занимается, концепция уже написана, собираем экспозиции и должны выставить такую очень, вот, тоже в содержательном плане, хорошо оформленную. Это будет 9 мая? Это будет 9 мая. И, конечно же, наверное, будут концерты и салют. Конечно, да? Спустя столько времени все-таки будет. Будет. И в течение дня у нас по концепции 9 мая все профессиональные театры и наши коллективы представят театрализованные концертные программы. Не просто вот концертные программы. Там примут участие, начиная с Саха театра, студенты СВФУ очень яркую программу готовят, детские творческие коллективы. В общем, все вот по часам расписано на главной сцене. Главная сцена у нас на площади Победы. И, конечно же, вечером после уже праздничного торжественного концерта мы делаем салют. Торжественно. Да. Спасибо, Сардана Семеновна, что сегодня рассказали такую программу большую. Будем с нетерпением ждать все эти новшества, площадки. Спасибо, что пришли.
Спасибо вам. Я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи.